Прямой связи со студией временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Викторович Уйба и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Здравствуйте, уважаемые господа. Владимир Викторович, ну вам-то, наверное, проще всех. То есть вы, будучи выдающимся экспертом в этой области, сейчас, если угодно, можете реализовать весь гигантский врачебный, организационный и прочий опыт уже как губернатор. То есть знаете, как биться, знаете, с чем бьетесь, и можете обучить всех сотрудников даже личным примером. Да, Владимир, спасибо, добрый вечер. Ну, действительно, знания, они всегда помогают, в этой ситуации особенно. Есть объективная ситуация, с которой я уже столкнулся. Это достаточно первичный уровень заболевших и высокое количество контактных. Сегодня 441 человек заболевший с подтвержденным COVID+, и 4174 контактных. И вот эта ситуация и при таком длительном инкубационном периоде, 14 и более дней, и постоянное подсевание вот этой в день в сутки мы примерно сейчас диагностируем плюсом от 30 до 36 COVID+. Безусловно, понятно, что делать. Проведены просто все мероприятия, которые должны блокировать распространение. Мы этого ждем, но ждем активно. Проводим дополнительно с вот этой группой контактных активную медикаментозную специфическую терапию с тем, чтобы не допустить тяжелых случаев. Ну, в общем, весь арсенал, как вы справедливо сказали, знаний и опыта и умений, он применяется. Но вы же понимаете, да, что исходя из этого с вами невозможно работать. То есть ваш министр здравоохранения, наверное, вы же уже сменили, да и у нового, наверное, тоже инфаркт миокарда, потому что обмануть вас невозможно, недоделать невозможно, видите насквозь. Если приходите в любую больницу, то главврач говорит: так, сразу сдаюсь, научите как надо. Да, в этом смысле вы абсолютно правы. Тут бесполезно обманывать, все понятно. Действительно, к сожалению, министр ушел. Ну, видимо, тяжело просто стало человеку. Вот. Вновь пришедший — это битый сотрудник, руководитель одного из учреждений ФМБА России. Он прошел школу очень серьезную, поэтому я думаю, что этот выдержит. Ваш? Конечно. Битые вами, так что это нормально. Битые нами, да, точно. Так что можно доверять. Но ощущения какие? Справимся? Владимир, справимся, безусловно. Единственное, что сейчас основная задача — это с наименьшими потерями, потому что инфекция непростая, инфекция очень коварная. Вот этот длительный инкубационный период, ужасная контагиозность высокая, но и все-таки достаточно сложная ситуация. У нас же все-таки север, и мы ввели режим строгой самоизоляции, но первые солнечные дни, и люди просто пытаются выйти на улицу, хоть немножко ухватить этого солнышка, и вот это вот проблема. То есть режим разобщения, режим самоизоляции — это сегодня одна из мер, и это все прекрасно понимают. Ну, повторяю, что вот социальная сегодня тема, она немаловажна и, наверное, не менее значимая, чем комплекс медицинских, санитарно-гигиенических мероприятий. Я прям представляю, как вы приезжаете в больницу, выстраиваете личный состав и, наверное, даже объясняете им какие-то базовые вещи, просто чтобы помочь. То есть вплоть до того, как СИЗы правильно одевать, все эти системы индивидуальной защиты. Потому что, ведь с такой инфекцией многие никогда не сталкивались. И надо обучать, и в первую очередь беречь врачей. Иначе, если они будут болеть, кто будет лечить? Вы абсолютно правы. Это одна из основных сейчас задач. К сожалению, мы несколько десятков человек в этой катавасии врачей и среднего персонала, они у нас ушли под контакт.
и выбыли из строя. Проблемы пользования СИЗами, конечно, знают в основном только врачи-инфекционисты и то те, кто работали с особо опасными. А вот чтобы одеть правильный костюм и снять, это точно целая история, это точно нужно, и проводим обучение. Но тут еще и вторая история. Даже банально человеку снять, одеть маску или снять, одеть перчатки и маску тоже оказалось, что нужно людям объяснять. Потому что человек, одев перчатки и маску, считает, что он защищен. При этом он трогает перчатками, естественно, там все предметы, а потом этой же перчаткой начинает нос сморкать, ну там или трогать лицо. Ну и приходится объяснять. Я вот каждый день выхожу в эфир, и каждый день жителям с республики своей объясняю, в том числе и такие банальные вещи. Ну, это тоже нужно, Надо потому что обязательно. это элемент профилактики и очень важный. Да, вы абсолютно правы. Ну, не всем повезло иметь губернатором выдающегося и организатора медицинской отрасли, человека с гигантским опытом, и дошедшего и до замминистра, руководившего агентством, и доктора, и все что прочее. Так что удачи вам, господин губернатор. Надеюсь, все получится. А на связях у нас Чебоксары.